Авторы предупреждают аборигенов и жителей островов Торресового пролива, что в фильме звучат голоса и присутствуют изображения умерших людей. Madman Production Company, Screen Australia, Old Maids Production. Меня зовут Дэймон Гема. Это дом, где я живу. Это интервальная фотосъемка моей беременной подруги. До родов еще 3 месяца. На этом снимке мне 10 лет. Я из тех мальчишек, что взрослеет вслед за зубами. Это я 5 лет назад, когда встретил свою подругу. В то время я жил на сигаретах, сахаре и пек пиццы в форме Австралии. Но после, подобно многим парням, стал искать способы поразить свою девушку. Обожаю велик. А потом я увлекся здоровым питанием. И поэтому полностью исключил рафинированный сахар из рациона. Сейчас сахар стал хитом заголовков. Его защитники и враги ведут жаркие споры, и неизвестно, кому из них верить. Но у нас скоро родится малыш, и мне надо знать точные ответы. Средняя австралийская семья из 4 человек, чтобы восполнить потребляемый сахар за неделю, отправляется в супермаркет и приобретает 6-килограммовую упаковку. Привозит этот сахар домой, съедает его за неделю, и спустя 7 дней процесс повторяется. Разумеется, способность существовать на диете с большим содержанием сахара – это нечто новое, особенно с учетом краткости периода эволюции. Сахар занял главенствующее положение. Если с полок стандартного супермаркета убрать все, в чем он находится, там останется лишь 20% продуктов. Это фильм о сахаре. Дамы и господа, мальчишки и девчонки, это краткая история сахара. Первые упоминания о нем относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Мифы Новой Гвинеи гласят, что люди появились благодаря человеку, предавшемуся любви со стеблем сахарного тростника. Как? Затем, с развитием торговых путей, сахарный тростник проник в Индию. Спасибо. В XII веке сахар появился в Европе. Тогда он был редкостью и быстро приобрел статус королевского продукта. Королева Елизавета I обожала сахар. Эта страсть привела к тому, что ее зубы испортились и почернели. Так-то. В начале 20 века сахар еще экономили. Употребляли лишь с чаем или кофе. Но к 1955-му потребление сахара было уже сравнимо с сегодняшним. И произошло то, что заставило нас задуматься. Народ потрясло сообщение об инфаркте у президента. 23 сентября 1955 года президент США Дуайт Эйзенхауэр перенес инфаркт, и проблема болезней сердца стала широко обсуждаться.
Как сообщил известный бостонский кардиолог, Существуют две основные теории. Одна принадлежит американскому ученому Энселю Кейсу, считавшему, что причина в избытке жиров. А британский врач Джон Янкин во всем винил сахар. хорошо бы мы потребляли 2 килограмма сахара в год, но мы потребляем 100. 2 последующих десятилетия обе стороны ожесточенно спорили, отстаивая свои взгляды. Но к концу 70-х годов победила теория Энселя Кейса. Жир объявили врагом, сахар был оправдан. И развернулась тотальная борьба за снижение жиров в пище. Мы объявили питание с низким содержанием жиров полезным и здоровым. Вы хотите снизить потребление жиров, значит, пищевая промышленность постарается убрать жир из продуктов. Но калорийность надо чем-то восполнить, чтобы возникало ощущение сытости. А вкус был не хуже, чем с жиром. И с этим отлично справился сахар. Теперь сахар восполняет наш рацион. Но я не уверен, полезен ли он для здоровья. Единственный способ получить ответ — это снова начать есть сахар и узнать, как он на меня действует. Первую помощь в предстоящем эксперименте мне окажет команда экспертов. Советы по употреблению сахара даст писатель Дэвид Гиллеспи, а иначе борец со злом. Состав моей крови будет исследовать один из ведущих австралийских биохимиков, доктор Кен Сикарас. Он отныне профессор кровь. Диетой займется Шерон Джонсон, кельтская королева еды. А врач Дебби Хёрст взялась наблюдать за моим здоровьем. Я зову ее медосмотр. Итак, я поставил задачу выяснить, как влияет на меня сахар. Что мне для этого надо сделать? Если потреблять его как средний австралиец, тебе надо съедать примерно 40 чайных ложек сахара в день. 40? Да, 40 в день. Столько его содержится в переработанных продуктах, что ест большинство из нас. То есть, в основном придется жевать эти разноцветные конфетки. Иначе-то как умять 40 ложек? Тебе не понадобятся конфеты, чтобы их получить. Просто зайди в супермаркет, и проблемы не станет. Я решил опробовать диету с большим содержанием сахара и проверить ее воздействие на меня. 2 месяца буду есть по 40 ложечек в день. 40 в день? 40 в день. И каким же образом? Возьми злаковые хлопья для завтрака, например, Just Right, и нежирный йогурт с наполнителем. Еще вариант бобы с тостами. Бобы с тостами? 1 порция чая со льдом содержит 9 ложек сахара. Если смогу получить 40 ложечек в день без конфет и других сладостей, хотя не совсем понимаю, как такое возможно, мы это сделаем и посмотрим, что изменится. Да, это будет интересно. Большинство показателей твоего здоровья ухудшится, и я рад, что за тобой будет наблюдать врач. Он тебе понадобится. В семье есть диабетики? Нет. Я рада. Насколько я знаю. Это хорошо. А сердечники? Нет, все худые, подтянутые ирландцы и французы. Мы будем следить, как изменяется уровень сахара. И, конечно, исследуем, как станет работать сердце. Кроме того, мы узнаем, как сахар повлияет на печень и на то, сколько в ней появилось жира. Отправьте меня в 1932 год. Ладно. Поехали. Узнаем твой рост. Давление у тебя нормальное. 121 на 79, пульс 75. Все замечательно. Сейчас послушаем сердце, узнаем, как оно стучит. Знаешь, что оно говорит? Не делай глупостей. Точно, именно это. Тесты, что мы проводим, помогут нам убедиться, что ты не наделаешь глупостей. Обычно я советую людям не есть эти продукты, но... Думаю, ты просто спятил, решившись на такое. Нет, правда, это опасно. Хотя, с другой стороны, многие давно это делают. Теперь о том, как я питался до эксперимента.
Я потреблял примерно 2300 калорий ежедневно. 50% из них поступало от хороших жиров из авокадо и орехов, 26% протеинов из яиц, мяса и рыбы, и 24% от углеводов из свежих овощей. Разумеется, никакого рафинированного сахара. Мой вес 76 килограммов, при окружности талии 84 сантиметра. Анализ крови показал отличное состояние печени, уровень триглицеридов, а это показатель жира в крови, очень низкий. И, к счастью, нет признаков резистентности к инсулину или диабета. Короче, мое здоровье оказалось чуть лучше, чем у среднего европейца того же возраста. Следующий этап эксперимента — посещение магазина. Чтобы пересчитать 40 ложечек сахара, надо помнить, что в одной помещается примерно 4 грамма. И еще мне не помешает лекция о различных типах сахаров. Дамы и господа, мальчики и девочки, пора познакомиться с семьей сахаров. Когда мы едим какую-то пищу, она расщепляется, высвобождая глюкозу, которая служит топливом тела. Хлеб, паста, овощи и крупы — все превращается в глюкозу, необходимую нашему мозгу. Но глюкоза нужна и всем остальным нашим органам. Так что без глюкозы нас не будет. Следующая — лактоза. Она гладка, как шелк, и это первый сахар, что попадает в наши организмы с материнским молоком. Она содержится в сыре, молоке и даже в баночках с йогуртом. Осторожнее, если у вас ее непереносимость. Будьте ближе к туалету. Сахароза — это тот сахар, из-за которого весь сыр-бор. Одни говорят, что она вредна, другие еще сомневаются. Сахароза — тот сахар, что мы добавляем в кофе или чай. Она в семье сахаров — милая доченька. Но милая не всегда. Да уж. Кстати, наш столовый сахар или сахароза состоит из двух сахаров. На 50% из глюкозы, полезного сахара, и на 50% из фруктозы. Фруктозу в семье сахаров можно сравнить с озорным сыном-подростком. И, кстати, в прошлом фруктозу мы потребляли очень редко. Она есть во фруктах, овощах и, как оказалось, в меде. Но теперь она есть во всем. Во многих продуктах, которые мы едим. И вы сразу поймете, что едите фруктозу, потому что она-то и придает пище сладость. Замечено, что здоровье народов нашей планеты с каждым днем ухудшается. И теперь многие ученые считают, что роль фруктозы здесь совсем не последняя. Первая закупка. Давай превратим одну полку холодильника в зону сахара. Давай. Кладем сюда сок. Жидкий завтрак. Да. Тоже на полку. В течение следующих 60 дней моей жизни действует правило — съедать 40 ложечек сахара ежедневно. Но этот сахар должен быть скрытым, находиться в считающихся полезными продуктах и напитках. То есть никакой сладкой газировки, шоколада, конфет или мороженого. Эти 40 чайных ложек сахара будут содержать сахарозу и, конечно, фруктозу. Они находятся в джеме или сухофруктах, к примеру, в изюме. Я буду выбирать только нежирные продукты, и мои физические нагрузки останутся такими же, как всегда. Это 3 круга по парку дважды в неделю и 10-минутные силовые упражнения в домашнем спортзале. С домашними же снарядами. Завтра утром начну. Ты как к этому относишься? Я? Надеюсь, ты выживешь. Милая, у нас есть мерная чашка для сухих продуктов. Сейчас дам. Здесь написано, что одна порция хлопьев содержит 12 граммов сахара. Так. Надо разделить на 4, получается 3. 3 чайных ложки сахара на порцию. Это рекомендованная порция с 3 ложками сахара. Не знаю, как вы, но я взрослый парень. Мне нужно побольше хлопьев. Этой чашки маловато. Да, где-то 2,5. Итак, 2,5.
В одной 3 ложки, значит, в двух 6. И еще в половине... В общем, 7,5 чайных ложек сахара в одной миске. И это я еще не добавил йогурт. В одном контейнере содержится 27 граммов сахара. Где-то треть лактозы, значит, других сахаров 18 граммов. 18 разделить на 4 будет примерно 4. 4 прибавить к 7, получается 11 ложек сахара. Еще из сока надо добавить. Я выпью 400 миллиграммов яблочного сока. Думаю, хватит. Здесь в этом соке где-то 9 ложек сахара. Вот так легко можно проглотить 20 ложек сахара. Только за завтраком. Привет, Дэвид, как ты? Хорошо, а ты? Я хочу быстро задать вопрос. Мы на дороге. Я только что съел первый завтрак. Он содержал 20 ложек. 20 ложек? Я бы сам не поверил. Но я все посчитал. В общем, это странно. Тебе придется соблюдать эту диету до конца дня. Я только не знаю, как ты сможешь получить еще 20 ложек. Вот и я о том же. Придется есть хлопья весь день. Определенно. Когда в древности мы добывали пищу, охотясь и собирая ягоды и коренья в лесах, мы очень ценили их сладость, поскольку очень нуждались в калориях. И, конечно, сейчас нами движет древняя любовь к сахару. Желание найти хотя бы маленькое его количество. Но хотя мы ищем немного, получаем мы слишком много, а системы нашего организма еще не эволюционировали и не готовы иметь дело с таким большим количеством сахара. Через 2 дня эксперимента я с удивлением заметил, как легко проглотить 40 ложек сахара, не употребляя сладости. До меня дошло, каким образом мы получаем так много фруктозы. Я купил 4 яблока. Если бы я просто съел эти яблоки, то, сживав пару, я бы ими насытился. Клетчатка из фруктов сказала бы моему телу: «Стоп, с тебя достаточно». Но что происходит, если выжать сок из этих 4 яблок? Вот сок из 4 яблок. А значит, сахар из 4 яблок в одном стакане. В одном яблоке примерно 4 ложки сахара. Поэтому в этом стакане 16 ложек сахара. Природа дала нам прекрасно упакованный продукт. В нем много питательных веществ, клетчатка, дающая чувство сытости, и достаточное количество сахара. Но мы изобрели специальные приборы, которые экстрагируют из плодов сахар. А остальное мы просто выбрасываем. В соках очень высокое содержание сахара, как и в прочих напитках. Для меня это стало большим сюрпризом в первую неделю эксперимента. Напитки, как правило, наносят по нам удар. Я называю это эффектом цунами. На печень буквально обрушивается огромная волна сахара и влечет за собой серьезные последствия. Медосмотр. Сегодня 12-й день. Пришло время первой проверки. Момент истины. 79 300. А? Сейчас заплачу. Что? Плюс 3 кило. За 12 дней. За 12 дней. И это без газированных напитков, мороженого и шоколада. На одной полезной еде. Это тревожит, тревожит, тревожит. Дебби встревожила не прибавка в весе, а то, что у меня появился живот. Это так называемый висцеральный жир. Я жду ребенка. Вот вам для наглядности. На этих снимках черное — это жир. Вы видите, что небольшая прослойка жира есть под кожей. Зато сколько висцерального жира вокруг внутренних органов. Есть специальный термин — тофи. Тонкий снаружи, жирный внутри. Нам известно,
что благодаря фруктозе появляется жир в этой области. Мы не знаем почему, но зато мы отлично знаем, что большое количество висцерального жира порождает множество метаболических болезней и проблем со здоровьем. Метаболические болезни, диабет второго типа, ожирение, болезни сердца. На 15-й день до меня дошло, что потребление 40 ложек сахара возникло благодаря ловкой стратегии производителей готовых продуктов. День сравнения количества сахара. Сегодня я собираюсь съесть 40 чайных ложечек сахара. Хлопья и обезжиренный йогурт содержат 10 ложек сахара. А в этой миске цельнозерновой хлеб. И вот что я сделаю. Здесь количество сахара равно этому. Десять часов утра. Пора чем-нибудь перекусить. Я могу съесть этот замороженный йогурт или 11 ложек сахара. $12:30. Время ланча. У меня вкуснейший кусок курицы. Я мог бы добавить к нему полпакета соуса терияки. Или... Я мог бы запить свой ланч вот этим напитком. Или... «3:30 дня. Время еще раз перекусить. Я мог бы съесть этот полезный яблочно-клубнично-клюквенный хрустящий батончик. Или с тем же успехом сживать эти 7 кусочков сахара с крекерами. На этом этапе я решил, что пора навестить профессора Кровь. Профессор Кровь. Произошли большие изменения в печени. Тест показал существенное увеличение уровня одного из ферментов. У тебя АЛТ повышен. АЛТ — это фермент печени, указывающий на реакцию организма. Если он появляется в крови, где мы можем его замерить, это явный признак того, что клетки печени выбрасывают содержимое, то есть они повреждены или умирают. В общем, ты понимаешь, это тревожит. Клетки моей печени умирают. Так и есть, умирают. Эти клетки замещаются жировыми. У тебя есть уже признаки гепатоза. И я, в общем-то, впервые в жизни вижу, чтобы такие изменения возникли в течение 2 или 3 недель. Вы правы. Моя печень стала зарастать жиром спустя 18 дней. Думаю, надо бы посмотреть, что, оказавшись в нас, делает сахар. Это актер Брентон Твейтс. Он добровольно предоставил свое тело для демонстрации процесса. Когда сахар попадает в организм, он разделяется на 2 части — фруктозу и глюкозу. Обе они потом направляются в печень. Достигнув печени, глюкоза ведет себя эффективно. Она немедленно дает нам энергию или пополняет запас наших внутренних батареек. А фруктоза ведет себя совершенно иначе. В печени нет системы, регулирующей поступление фруктозы, ведь в природе ее очень мало, так что фруктоза сразу же попадает в кровь. И если в этот момент нам не нужна энергия, она быстро превращается в жир. Часть этого жира остается в печени. И у нас повышается риск появления резистентности к инсулину и диабета. Ну а дальше? Образовавшийся в печени жир разносится кровью по организму в виде триглицеридов, что приводит к увеличению веса, блокировке артерий и сердечным заболеваниям.
Когда мы едим что-то сладкое или другую пищу, содержащую углеводы, например, хлеб или макароны, продуцируется много глюкозы, и высвобождается гормон инсулин. Он служит ключом, открывающим наши клетки, чтобы они могли абсорбировать глюкозу, удалить ее из крови и превратить в энергию. Чем больше глюкозы, тем больше вырабатывается инсулина. Но что самое главное, пока инсулин в крови взаимодействует с поступившей глюкозой, он приказывает жировым клеткам удерживать жир. То есть отключается процесс сжигания жира. Значит, когда мы едим сладкое, мы пропускаем в кровь жир, что образуется в печени. В то же время глюкоза повышает количество инсулина, который дает сигнал жировым клеткам удерживать жир. Мы не сжигаем жир, пока инсулин разбирается с сахаром. Вот что, как правило, происходит с огромным числом людей. Но Брентон к ним не относится. Мы твердим об этой проблеме, поскольку многие хронические болезни напрямую связаны с ожирением и диабетом. Гэри Тобис, журналист, автор книги «Почему мы толстеем». Сердечные заболевания, многие виды рака, подагра, гипертензия, высокое кровяное давление, возможно, даже болезнь Альцгеймера. Вопрос в том, будут ли эти болезни существовать, если исключить сахар из рациона. Проснувшись сегодня утром, я чувствовал себя довольно паршиво. Вечером я ел курицу в сладком соусе. И, скорее всего, ощущаю вялость, поскольку мой организм явно ждет очередной сладкой инъекции. Этот напиток с отличным названием «Встань и иди» поможет мне начать день. Он с банановым вкусом. В нем 4 или 5 ложек сахара. Мне понятно, как сахар действует на мой организм. Но для меня стало неожиданностью то, что он действует и на мое настроение. Напиток такой сладкий. Я чувствую, что мой мозг немедленно на это реагирует. Вкус превосходный. Доктор Ник Аллен, психолог. Я заметил, что у меня часто меняется настроение. Оно улучшается после приема сахара. Я чувствую подъем, и это продолжается минут 45. Да? А потом я словно впадаю в сон. Чувствую вялость, заторможенность, пока опять не заправлюсь. Тогда снова могу сконцентрироваться. Я заметила, что ему труднее на чем-то сосредоточиться. Ясно. Он чаще отвлекается. А это на него не похоже, это так необычно. То, что вы описали, полностью подтверждает проведенное нами исследование. Высокая концентрация, энергия, а затем следует спад. Мозг и тело поддерживает глюкоза. Если уровень глюкозы постоянно повышается и падает, скачет то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, туда-сюда, тогда мозг функционирует нестабильно. Если уровень глюкозы устойчив, не колеблется, тогда сознание ясное. То есть почти как тело приспосабливается к новой реальности, что я создал, мозг получает прилив энергии от сахара. Да. А когда этого не происходит, дает сигнал: «Давай еще, мы готовы». Когда я курил, было то же самое ощущение. Расскажи мне чуть больше о том, что происходит, когда ты получал сахар и был под кайфом. Во мне появляется что-то детское. Прямо чувствую, жизнь кипит. Он такой, как и на своей обычной диете. Любит шутить, веселиться, но я заметила разницу. В нем теперь есть какая-то маниакальность. Такого не было прежде. Он вот таким становится. Маниакальное состояние очень интересно, поскольку оно как счастье не ощущается. Ведь так? В этом есть что-то дикое. Это проливной сахар. Это интересно, поскольку мы все это отмечаем. Я не утверждаю, что у тебя биполярное расстройство, но это феномен в своем роде. Так как твое состояние свидетельствует о приподнятом настроении, хотя приятным его вообще-то не назовешь. Кельтская королева еды. Дэймон, то, как сахар действует на твое настроение, я могу объяснить людям с помощью простой диаграммы. Это уровень в твоей крови сахара. Вот точка, в которой твой мозг счастлив, поскольку он получил достаточно сахара для работы. А мозг — самый важный из твоих органов. Когда ты ешь что-то сладкое, например, карамель или пьешь сладкий напиток, уровень сахара крови поднимается очень быстро, а потом снова падает, причем тоже быстро. Падение происходит быстро, поскольку в ответ на этот сахар тело высвобождает инсулин, гормон, который доставляет сахар клеткам, и они получают энергию.
При низком уровне сахара твой мозг уже несчастлив, и в ответ выбрасывает гормоны стресса, такие как адреналин, дающие мозгу сигнал, что ты должен опять съесть что-нибудь сладкое. И я это ем. Уровень сахара опять повышается. Да. Тут снова освобождается инсулин, и уровень падает. Вот поэтому у тебя колеблется настроение от повышения и падения сахара. Проблема в том, что адреналин вызывает тревогу и даже панические атаки из-за этих перемен настроения. Ощутив все последствия колебания сахара, я не могу не думать о детях, посещающих школу. Не пища ли полная скрытого сахара причина проблем с учебой? Сахар оказывает глубочайшее влияние на поведение детей. Их психические болезни, он обостряет разного типа неврологические расстройства. Но все-таки мы не можем считать причиной этих расстройств именно сахар. Шуга Крисп — это вкуснейшие кукурузные хлопья, покрытые слоем хрустящей карамели. Хлопья в сахарной одежке. Добавь молока немножко. Потом хватай ложку. Ешь Шуга Крисп. Не смейся, это же для... Ты знаешь для чего. Скорость, с какой на меня действует сахарная диета, поражает буквально всех. Я собрался расширить рамки эксперимента и для этого на несколько дней покинуть город. В 2002 году мне довелось жить в общине аборигенов. Меня поразило то, сколько сахара они потребляли. На них, как и на многие коренные народы, приобщение к европейскому рациону и особенно к сахару оказалось разрушительным. В пище аборигенов очень мало сахара. Количество сахара, содержащееся в 2 или 3 конфетках, равно тому, что они получают из своей пищи в течение года. В 2008 году Coca-Cola назвала северную территорию Австралии регионом, где спрос на ее продукцию оказался самым большим на душу населения. Продажи осуществлялись через продуктовые магазины на территории резервации. Всего в 100 километрах от Улуру находится городок Амата. Здесь запрещено употреблять алкоголь. Но в 2007 году население, насчитывающее 400 человек, выпило 40 тысяч литров безалкогольных напитков. Тогда один из аборигенов решил, что пора с этим что-то делать. Его зовут Джон Трегенза. Это его портфель. Такое у него путуру. А вот его прозвище. Бензопила. Почему? Прокладываю путь через завалы. Когда я в 1976-м впервые сюда приехал, то могу утверждать, что всего 10% продуктов поступало из магазинов. А сейчас почти 100%. Это стало критичным для здоровья людей. Такая зависимость от того, что они в магазинах приобретают. Такая зависимость от магазинов была вызвана изменениями окружающей среды. В особенности завезенными сюда травами, которые заполонили равнины, вытеснив местные растения и животных, которые кормили бушменов веками. Побывав в Амате, сложно поверить, что еще 40 лет назад эти люди питались тем, что давала земля. Все наши родственники, наши деды и наши пращуры ели то, что водилось в буше. Эму, кенгуру, индеек. Собирали дикие томаты, дикую свеклу. И они были здоровы, не болели. А потом белые люди прибыли в Австралию и привезли сладости, конфеты, печенье и прочее. В магазинах полно продуктов с высоким содержанием сахара, и здоровье аборигенов быстро ухудшается. Джон и его коллега из местного отдела здравоохранения создали программу, убеждающую людей покупать свежие полезные продукты. Она называется MyViru. MyViru. MyViru быстро внедрили в жизнь.
Убрали фритюрницы, установили фонтанчики с питьевой водой и пригласили диетологов для просветительской работы. Для детей создали музыкальные программы с героями-овощами и разместили вот такие плакаты на холодильниках. Дети, пьющие колу, пассиону, поверишь, ведут себя как психи. Я попробовал один из напитков и думаю, что не зря предостерегают. Но самое важное, теперь местные люди предупреждены и сами могут решить, что полезно для их здоровья. Население Аматы решило снизить содержание сахара в пище, которую они потребляют. В магазине должны быть только хорошие продукты, чтобы мы ели и пили все полезное, без сахара. Его нам не надо. Если так будет, мы вырастим здоровых детей. Никогда не кончается, подходит к любой еде. Первое, от чего отказались, был этот сладкий газированный напиток. Нам сказали, мы не хотим колу, и ее не покупают. Из-за этого никто не расстроился. Так решили старейшины, и у нас теперь нет колы. Майвиру работает. За очень короткий период потребление сахара в Амате стало самым низким в регионе. Потребление продуктов с высоким содержанием сахара в других регионах просто астрономическое, за гранью добра. По-моему, группа Майвиру может многому научить другие наши общины. Казалось бы, все шло в правильном направлении, но государство прекратило поддержку программы. Организация оставила свой скелет в шкафу. Все же заставила задуматься о питании. В племени Питаньяра Яровинга задумались. Это же была их идея. Нашлись те, кто увидел проблему. Они вдохновили своих соплеменников, и люди захотели измениться. Но их просто проигнорировали, не услышали. Федеральное правительство прекратило финансирование программы, отказало организации аборигенов. Это так возмутительно. Вот что поразило меня в Амате. Здесь не продают колу. Но оставшись без наставников-диетологов, люди по-прежнему получают большое количество сахара с другими продуктами. И в результате страдает их здоровье. Многим нужна процедура диализа из-за дрянного питания. Здесь очень много больных. Сердечные заболевания, астма. Это все от плохой еды. Существует мнение, что здешние проблемы с ожирением и диабетом связаны с пристрастием к алкоголю. Но в общине Аматы сухой закон с момента основания. Так что все болезни, включая диабет и почечную недостаточность, связаны с неправильным питанием. Джон предложил отвезти меня в особое место, где можно почувствовать весь эффект от отмены Майвиру. Я знал почти всех, кто здесь похоронен. Моя родня тоже здесь покоится. Вот в тех 5 могилах те, кому не было 40. Еще один молодой человек здесь. А тут целая семья, 2 сестры и брат. Все умерли от почечной недостаточности. Многие ушли преждевременно, и этого можно было избежать, соблюдая правильную диету и питаясь полезными продуктами. Это огромная трагедия. Четыре дня, проведенных в Амате, открыли мне то, что происходит с моим телом. Возможно, это слишком сжатое изложение того, что случилось здесь и во многих других общинах аборигенов. Я долгое время не обходился без сахара, а теперь посадил себя на диету с высоким содержанием сахара. Эффект оказался быстрым и неотвратимым. Если немедленно не принять меры по восстановлению позитивных перемен, за которые боролась Майвиру, старейшая культура из всех существующих на Земле может просто исчезнуть.
О, посмотрите-ка. 81 200. 81 200. Это сколько же я прибавил? Килограмм 600. А за месяц получается 5. Вроде того. Было 76. Ты весил 76, да. Больше 5 кило. Боже мой. Что? Сколько там? Много? Да, Погоди, не говори мне. 91. 91? 91 Я стал толще на 7 сантиметров. на 7 сантиметров. Если я буду питаться вот так еще 3 или 4 месяца, я окажусь на грани ожирения, да? Определенно. Тебе уже немного осталось. Я ем гораздо больше, чем собирался. Перекусываю чаще, чем это было раньше. Мне сложнее почувствовать себя сытым. Неудивительно, поскольку ты не ешь много полезных жиров или протеинов. А именно жиры и протеины дают нам ощущение сытости. Пища с низким содержанием жира, которая считается для нас полезной и которую советуют есть, как правило, содержит большое количество сахара, как тебе известно, и она не способствует насыщению. Ясно, что употребление сахара негативно на мне отражается. И я видел, что он натворил в Амате. Я уезжаю. Мне нужно поговорить с людьми, которые знают о нем гораздо больше меня. Оглянись, висит на дверце моего шкафа. Пора навестить культурную столицу комфорта, Мекку готовых продуктов и сахарной индустрии. Папуля Сахар — страну, ставшую чемпионом по ожирению среди населения. Берегись, Америка! Папуля Сахар в пути! Итак, мы в Америке. День первый. Сбой биоритмов. Сейчас выпью Джамбо Джус. Он меня взбодрит. 139 граммов сахара. Без калькулятора не пересчитать. Это почти 35 ложечек сахара в одном напитке. Почти вся моя дневная норма в одной банке. Отличное лекарство от перелета. Если бы я съел то же количество сахара, что в этом смузи, но сахар бы содержался в исходных фруктах, мне пришлось бы съесть 4 персика, 9 лаймов, 30 лимонов и 30 клубничин. Возможно, медведю это бы нисколько не повредило, зато окажет разрушительный эффект на человека, который считает, что ест здоровую пищу. Смузи. Один из любопытных современных курьезов состоит в том, что кое-кто из нашего правительства, высокопоставленные чиновники, предлагают запретить продавать Кока-Колу в Макдональдсах, а предлагать детям смузи в качестве полезной замены. А в смузи еще больше сахара, чем в Кока-Коле. Первое, что я заметил, питаясь в Америке, мне сложно не превысить установленную мною норму — 40 ложек сахара. Помимо явного перебора сахара в пище, в ней еще полно подсластителя — высокофруктозной кукурузной патоки. А кроме того, обилие безалкогольных напитков. Они добавляют 4000 ложек сахара в год в рацион каждого американца. Люди не осознают, что высокофруктозная кукурузная патока и сахар почти что одно и то же. Производители патоки в 1980-х сделали все, чтобы мы не отождествляли кукурузную патоку с сахаром. Очнулись мы 20 лет спустя, и теперь обвиняем кукурузную патоку в эпидемии ожирения. Производители патоки тоже стали твердить: это сахар, разницы нет. В ответ сахарная промышленность говорит: вовсе нет, это разные вещества. Турбинадо – концентрат фруктового сока, суть сахарного тростника. С сахаром и кукурузной патокой теперь все понятно. Тростниковые кристаллы. Но компании-производители придумывают всякие соблазнительные названия для других подсластителей на фруктозе. Агава. Любой сахар. Коричневый, белый, высокофруктозная кукурузная патока, концентрат фруктового сока оказывают одинаковый эффект на здоровье. Что-то мне сегодня нехорошо.
Почему-то подташнивает, и с утра болит голова. Сейчас мы едем по сельской Америке, Северной Каролине. Однако здесь сложно найти какую-нибудь приличную еду. Указаны съезды, где есть кафе, но это либо Макдональдс, Taco Bell или KFC. Невероятно. Дети, которые здесь растут, получают только подобное представление о еде, о том, какая она. Неудивительно, что у жителей этой страны такие проблемы со здоровьем. Следующая остановка в Барбовилле, Кентукки. В 90-х годах 20 века шла ожесточенная война между Пепси и Колой. И армия Пепси прочно утвердилась на территории штата Кентукки. В боях особенно преуспел снайперский напиток Mountain Dew. В этой 1,5-литровой бутылке растворено 37 ложек сахара. И на 40% больше кофеина, чем в аналогичной бутылке колы. Теперь понятно, почему у жителей Кентукки столько проблем с зубами. Один дантист решил, что пора что-то делать. Его зовут Эдвин Смит. Это его почтовый ящик. Вот его дочка. А это его керамическая фигурка. Эдвин разъезжает по штату Кентукки в трейлере, превращенном в зубоврачебный кабинет. Он посещает школы и рассказывает детям, как надо ухаживать за зубами. Конечно, в своей практике я видел людей с кариесом, расположенным у линии десен, особенно на передних зубах. Многие из этих пациентов употребляли Mountain Dew. Вот поэтому у нас даже появился термин «рот Mountain Dew». Рот Mountain Dew. Некоторые дети выпивают по 10 бутылок в день, и они даже не помнят, когда они начали его пить. Mountain Dew не щекочет тебя изнутри, это взрыв в каждой бутылке. Открывают крышку и пьют. Через 20 минут начинается очищение, но тут они снова пьют. Ротовая полость очищается естественным образом с помощью слюны за 20 минут. Если вы пьете напиток каждые 20 минут, значит, вы в нем полощете зубы весь день. Кто был самым молодым пациентом? Порой приводят 3-летних, еще совсем крошки, а зубы уже испорчены. У нас это называется кариес детских рожков. Такое происходит, когда в бутылочки с сосками наливают сок. Иногда и безалкогольные напитки в рожки наливают. Вы в основном занимаетесь своей практикой в Кентукки? Да, да. Ясно. Это восточная часть Кентукки, район Апалачских гор. Беднейший район во всем штате. У бедных часто плохие зубы. Да. Здешние жители часто пьют газированные напитки. В основном Mountain Dew и Pepsi. Это Ларри, ему 17. Он всю жизнь прожил в Кентукки. Это его тату. Это его любимая майка. А это его зубы. Через 8 дней мне исполнится 18. И на меня обращают внимание только из-за зубов. В детстве я совсем не заботился о зубах. Я постоянно пил какую-нибудь газировку, просто не расставался с ней. А сколько лет тебе было, когда ты впервые попробовал Mountain Dew? Ты помнишь? Наверное, 2 или 3 года. И сколько ты его выпиваешь в день? Ну, по меньшей мере, 2 или 3 бутылки. А если он в банках, то штук 12. 12 банок в день. И многие так поступают в этом городе? Да. А твой братишка, о котором ты мне рассказывал? Он выпивает 6 или 7 банок в день. Ему же всего 3 года. Скажи, а он что, пьет прямо из банки? Нет, из бутылочки. Ему наливают в бутылочку. Сегодня Эдвин примет Ларри. Он собирается удалить все зубы и заменить их протезами.
Ему необходимо удалить 26 зубов. Я рад бы сказать, что это редкий случай, но это не так. Все в порядке, Ларри? Да, только я нервничаю. Ясно. У тебя есть какие-нибудь вопросы? Да. Слушаю. Когда мы начнем рвать зубы? Его мама пришла? Отлично. Не хочу, чтобы ему было больно. Лучше бы это я страдала. Мне больно. Мне очень больно. Я все чувствую. Успокойся. Ты отлично держишься. Неужели анестезия не подействовала? Нисколько. Ты смелый парень. У меня так давление подскочило. Да. Ларри не чувствует действия анестетика. Думаю, тут сыграли роль два фактора. Конечно, он очень нервничает, и в крови много адреналина. Другая причина — в какой-то инфекции. Он чем-то болеет, поэтому анестетик не действует в полной мере. Состояние его зубов вы видели. Он очень страдал до того, как пришел сюда. Он знает, что такое боль. Ну что? Из-за инфекции на десны Ларри не подействовал анестетик. И Эдвин решил отложить процедуру на другой день. В Пепси говорят: пейте в меру. Mountain Dew — часть здорового сбалансированного питания. Но я возражаю. Любой напиток, содержащий сахар и кофеин, сложно пить в меру, особенно детям. Лично для меня стало шоком, когда Ларри, несмотря на все свои мытарства, сказал, что он любит Mountain Dew и продолжит его пить. Привет, милая. День был потрясающий. Когда думаешь об Амате, наблюдаешь эффект, производимый чрезмерным потреблением сахара, а производители почему-то его не замечают, то ты понимаешь, что их волнуют лишь деньги, а вовсе не здоровье потребителей. Им оно безразлично. Я говорил с дантистом о том, как влияет на зубы Пепси. А он сказал мне: слушай, мне оттуда звонили. Компания очень хочет помочь. Она купила трейлер с оборудованием и хочет купить второй, чтобы помочь детям. Он ответил: да, хорошо, но им трейлер не нужен. Их нужно просвещать. А сегодня сказал... Им не нужно пить Mountain Dew каждый день. Да. Он сказал, детей никто не намерен просвещать. Тогда они перестанут пить, а это убытки. Моя встреча с Ларри привела меня к журналисту, награжденному Пулитцеровской премией. Он написал много статей о том, как пищевые гиганты подсаживают людей на свои продукты. Нельзя недооценивать передовые научные методы. Комплексные усилия, что прилагают эти компании, чтобы максимизировать реализацию продукции. Понимание фундаментальных основ, наших вкусов, предпочтений, чего нам хочется и к чему пристрастимся. Мне посчастливилось пообщаться с легендой пищевой индустрии Ховардом Московицем. И он рассказал, как создавал новый вкус доктора Пеппера. Он подготовил 61 образец напитка с разным уровнем сладости, провел более 3000 потребительских дегустаций по всей стране, затем обработал данные
и выбрал оптимальный уровень. Такой подход гарантировал, что новая газировка будет улетать с полок. Всегда один в своем роде. За дверями пищевых корпораций оптимальный уровень сахара в продукте принято называть точкой блаженства. Еще в 1970-х Ховард Московиц открыл, что чем больше сахара положить в продукт, люди будут любить его все сильнее. Но все-таки есть предел. И если его перейти, продукт перестанет нравиться. Я открыл точку блаженства. Так это и окрестили точкой блаженства. 45 лет назад она определяла вкус соуса для пасты, вкус газированных напитков, вкус хлопьев. При создании точек блаженства в готовых продуктах по всему миру эксплуатируется биология ребенка. И тем самым формируются детские ожидания. Все, что они едят, должно быть сладким. А когда вы пытаетесь накормить их овощами, предлагаете своему ребенку съесть брокколи, и он чувствует горьковатый вкус вместо сладкого, у вас тут же начинаются большие проблемы. Понятно, что наши чувства скорректированы всеми этими точками блаженства. В нас жива первобытная тяга к сладкому. Даже мать природа создала ягоды, что всему придают сладкий вкус. Передо мной сейчас 3 продукта, которые мне не слишком приятны. Это жгучий перец чили, это кислый лимон, и это противная бутылка яблочного уксуса. Но, похоже, если я положу вот эту волшебную ягоду на язык, а затем съем эти продукты, она придаст им сладкий вкус. Невероятно. Это апельсин. Сомневаюсь. По горлу это ударило здорово. Но во рту... Не знаю, на что было похоже. Может, на лимонад? Было не слишком сладко, но явно не яблочный уксус. Даже нервничаю немного. Я совсем не люблю жгучий перец. Совсем. Сделай чудо. Ничего. Пожар в горле. Никаких чудес в моем пищеводе. Черт. Этот эксперимент со вкусовыми рецепторами заставил меня понять то, что компании пищевой индустрии знали всегда. Добавить сахара, и все станет съедобным. Простите. Ну, почти что все. Сегодня 35-й день. У эксперимента есть правила, но мне все сложнее заставить себя выполнять физические упражнения. Мотивация резко снизилась. Сердце болит. Кельтская королева еды. Привет, Шерон. Как себя чувствуешь? Если бы ты меня видела, то не узнала бы. У меня появились прыщи. Я потолстел. Серьезно? Стал таким щекастым. Живот над ремнем нависает. В новые шорты уже не влезаю. В общем, одно расстройство. Когда появились прыщи? Где-то 3 дня назад. Это, наверное, реакция твоей печени. Часто состояние кожи связано с плохой работой печени.
Если в рационе человека большое содержание сахара, это сразу видно по глазам. Под ними мешки, видно по состоянию кожи. Сладкоежки обычно сонные, вялые. Сахар влияет на мою физиологию, это понятно. Но у меня появилась тяга к нему, и психические изменения, которые он вызвал, побудили меня узнать, что же он делает с моим мозгом. И я со своими прыщами отправился в исследовательский институт Орегона. У этой группы ученых, которым я бесконечно доверяю, есть вот такой здоровенный аппарат — магнитно-резонансный томограф. Они поместили меня внутрь, чтобы исследовать мозг. Мне покажут изображение очень сладкого обезжиренного молочного коктейля, а потом через специальную трубочку позволят его выпить, сделав при этом несколько снимков моего мозга, и покажут, как он реагирует. Сейчас я заберусь в свой мозг и посмотрю, как сахар на него действует. Прежде всего, мы посмотрим на то, что психологи называют триггером. В моем случае это был молочный коктейль. Это может быть изображение или настоящий продукт. Когда мы видим этот сахарный триггер, в мозгу сразу начинает вырабатываться допамин. Это наследие тех времен, когда сладости были редкостью. Когда мы их видим, мозг говорит: «Бери, ты сразу получишь энергию и приятные ощущения». Следующий этап — обретение сладости. Мы кладем продукт в рот и ощущаем сладость. Мозг тут же начинает вырабатывать опиоиды, высвобождаются бета-эндорфины. И мы просто кайфуем. На сахар реагируют те же участки мозга, что на никотин, кокаин и секс. Но очень недолго. Если кто-то из нас часто ест сладкую пищу ради того, чтобы получить удовольствие, у него может сформироваться рефлекс на нее. Тогда триггер срабатывает при одном виде сладостей. Известно, что входящая в сахар фруктоза воздействует на центры, контролирующие наш аппетит, а глюкоза влияет на настроение. Таким образом, у сахара на руках всегда сильная комбинация. Люди, изучающие эту проблему, сделали любопытный вывод. Чем больше ешь сладкой пищи, тем больше ты ее хочешь и продолжаешь ее есть. Желание потреблять как можно больше сладкой пищи очень напоминает поведенческую зависимость. Серж Амет, работающий во Франции, опубликовал впечатляющую работу. Крысы, как выяснилось, настойчивее ищут сахар, чем кокаин. В отличие от наркодилеров, которые тщательно прячут свой товар, пищевые гиганты повсюду открыто предлагают свой. В советах директоров пищевых компаний зависимость — запрещенное слово. Что до ожирения и болезней, у этих компаний всегда один аргумент. Потребители несут личную ответственность за выбор продуктов питания. Почему-то в вопросах питания толстые люди всегда проявляют глупость. Я уезжала к друзьям на выходные. В гостях сложно соблюдать диету. Так, миссис Райт, не кусочка шоколада. Постараюсь. Более 50 лет представители пищевой индустрии утверждают, что ожирение вызывает прием большого количества калорий при недостатке нагрузки. Что подразумевает, любой толстяк просто ленив или жаден. Позади уже более половины пути. Я никогда в жизни не считал калории. Но для чистоты эксперимента это, конечно, приходится делать. Но, похоже, пока что количество потребляемых мной калорий практически точно такое же, как до эксперимента. И это странно, поскольку я ем гораздо больше. Но то, что я ел прежде, авокадо, орехи и прочее, содержало больше калорий, поступающих из жиров, чем сейчас от сладкого. Где-то наполовину. К примеру, 1 грамм жиров дает 9 калорий, а грамм сахара всего 4. Ясно, почему нам говорят: ешьте сахар и не ешьте жир. В сахаре меньше калорий. Но я потребляю то же количество калорий, что раньше, тогда почему же я толстею? Живот как у беременной. Сахар влияет на мозг, это мы сейчас знаем.
и я не чувствую сытости. Похоже, калории из сахара ведут себя не так, как другие калории. Производители сахара полностью зависят от идеи о соблюдении энергетического баланса. И если бы в сахаре нашли что-нибудь однозначно вредное, они немедленно оказались бы в компании сигарет, табака и раколю. Но если все дело в его чрезмерном потреблении и недостаточной физической нагрузке, то калории из сахара не отличаются от калорий из брокколи. Они хорошие. Людей надо убедить, что толстеют от жира. Ешьте меньше, и все будет в порядке. Производители сахара буквально проталкивают идею, что калории их продукта — это лишь калории и не более. Но эти калории разрушительно действуют на человеческий организм, и так было всегда. Для меня теперь очевидно, что в поисках наживы пищевые компании не только эксплуатируют нашу первобытную тягу к сладкому, но и старательно убеждают нас в том, что все калории одинаковы. В результате мы чувствуем себя неудачниками, набрав лишний вес. Возможно, вследствие этой корпоративной жадности мы становимся толстыми и больными. Эй, привет. Привет, милая. Покажешь мне свой животик? Ты представляешь, наш малыш только что начал пинаться. Покажи. О. Привет, Кроха. Привет, Кроха. Привет, папа. Ты прелесть. Пока. Люблю тебя. Пока. 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 Знаете, сколько сахароголиков в этой стране? Миллионы и миллионы. Пройдитесь по школам, взгляните на юное поколение нашей страны, и вы увидите, сколько там рыхлых, вялых детей, которые лишены энергии, жизнелюбия, присущих детскому возрасту. Они похожи на сахар, который так любят. Через 45 дней стало все более и более очевидным то, что мы не получим ясный ответ на вопрос о сахаре. Может, это как-то связано с тем, что мировой рынок сахара оценивается в 50 миллиардов долларов? Как выяснилось, борьба с противниками сахара началась в 1970-х. Тогда правительство Соединенных Штатов впервые вынесло на рассмотрение вопрос о безопасности сахара. Сахарная ассоциация тут же развернула кампанию против клеветы на их продукт. Сахаропроизводители выступили с заявлением, что доказательства вреда сахара недостоверны. И более того, они уверены в том, что так будет всегда. В этих целях Сахарная ассоциация финансирует ученых, проводит рекламные кампании и выпустила доклад, разослав пресс-релизы с заголовком «Ученые развеяли страх перед сахаром». Этот внушительный доклад назывался «Сахар в рационе человека». Там не было ни слова о том, что работа велась на деньги сахаропроизводителей. Он выглядит вполне официально и был опубликован в специальном журнале. Ассоциация разослала 25 тысяч копий. На этот доклад впоследствии опиралось правительство, чтобы обосновать свои выводы. Сахар был оправдан, и весь мир принял это решение. Президент Сахарной ассоциации, презентуя этот доклад членам правления, сказал: «Посмотрите, здесь нет убедительных доказательств, связывающих сахар с хроническими заболеваниями. Это страховка нашей организации, источник жизни нашей продукции. Если кто-то свяжет сахар с этими болезнями, нам конец. Так что наша задача — сделать все, чтобы этого никогда не случилось». Подобная манипуляция доказательствами и желание замутить воду. Как все это знакомо. Ну что, может, вздремнем? Есть идея получше. Давай-ка по Винстону. Точно, Винстон, как всегда, кстати. Очевидно. Это происходит и сегодня. Стоит лишь вспомнить то, что делали табачные компании, стремясь противостоять борьбе за общественное здоровье, что вела к сокращению курения. Ясно, что пищевые компании делают то же самое. Платят ученым за исследования в пользу своей продукции. Платят профессиональным организациям, кардиологическим ассоциациям или организациям по борьбе с раком. Размещают лживые заявления в прессе. Объявляют исследования ученых, не работающих на них, псевдонаучными. Здесь многое можно перечислить. Табачные компании все это делали, и пищевые делают. Фруктозная страна.
Из многих докладов и последних научных публикаций следует, что сахар никак не связан с метаболическими болезнями. Они профинансированы сахарной индустрией. Изучив вопрос так, как это сделал я, сложно поверить, что еще есть ученые, защищающие сахар и фруктозу. Мне было любопытно встретить такого. Я почти 3 года не ел сахар. Да. Мой фильм о том, как я 60 дней нахожусь на высокофруктозной диете. Да. Я надеялся слегка похудеть, но вместо этого набрал 6 килограммов, 15 фунтов. Так. Весь этот скрытый сахар в граноле, обезжиренном йогурте. Что происходит? Скажу одно. Ваша история меня очень впечатлила. Думаю, что многие люди сочтут ее правдивой. Но я скажу, надо быть осторожнее, когда вы едите большое количество чего угодно. Если бы я включил в рацион белый хлеб или каждый день ел чипсы с картофелем фри, был бы тот же самый эффект. Я думаю, что все эти калории надо бы очень внимательно считать. Я узнал, что взгляды Джона на калории полностью совпадают с позицией пищевой индустрии, и задал вопрос о финансировании его исследований. Вы когда-нибудь получали гранты от Кока-Колы? Я считаю, что это очень важный вопрос. Для меня принципиально сохранять прозрачность. Да, на свои исследования мы получали неограниченное финансирование от Coca-Cola. Это значит, что они не вмешивались в процесс наших исследований, в то, как мы их проводим, в анализ, интерпретацию данных и план работы. Это красный флаг. Для меня услышать то, что вы это сказали, просто... Поскольку эта компания выпускает 65 разных напитков. Вы правы, да. На основе фруктозы и сахара, так что... Да. Вы совершенно правы. Мы понимаем, что происходит. Знаете, многие могут это расценивать как своего рода сделку с дьяволом. Но даже если это так, мы уверены в том, что делаем и в наших протоколах. И мы не скрываем, что связаны с этой компанией. Думаю, мы не должны брать деньги от пищевых компаний. Я считаю это безнравственным. Вы знаете, деньги диктуют. Так что это большая дилемма для исследователей. Но мы не хотим подгонять ответ. Мы тоже хотим знать правду. Всего неделей позже я увидел объявление о симпозиуме, посвященном фруктозе и сладким напиткам. Спонсором была Coca-Cola. А ключевым докладчиком — доктор Джон Севен Пайпер. Он говорил о калориях и о том, что нет связи между фруктозой и кардиометаболическими заболеваниями. Кола тут же раззвонила об этом, а потом ведущая обратилась к аудитории. Может быть, выложить наше видео на YouTube, чтобы как-то сбалансировать то, что некоторые там размещают? Я нашел это видео на YouTube, хотя не уверен, что речь шла именно о нем. Берем обыкновенную Кока-Колу. Напиток многофункциональный. Помогает во всем. Я был в Америке, а эксперимент близился к завершению. Меня поразило, что, несмотря на эффект, оказываемый на нас сахаром, мы во многих отношениях все-таки адаптировались к его воздействию. Я начал осознавать, как изумительно устроены человеческое тело и разум. Даже съедая по 40 ложек сахара в день, я смог приспособиться к новой реальности. Мое тело усваивает все, что я ем. Мозг справился с переменами настроения. Я жив и даже неплохо функционирую. Хотя я не так эффективен, как прежде. Мой запал стал короче. Я вымотан. Но другие-то люди с этим как-то живут. Подстегивают себя весь день. Но это же их реальность. Они привыкли и никогда не испытывали ничего другого. А вот я испытал. И мне не терпится вернуться к исходной точке. Если ты всегда так жил, ты понятия не имеешь, какой может быть жизнь. Это просто другая система ориентиров. Многие говорят, я постоянно ем сладкое и хорошо себя чувствую. Эти люди не понимают, что часто употребляя сахар, портят здоровье и затуманивают свой ум. Постоянно. Сахар теперь глубоко интегрирован в ткань нашего общества. Некоторые даже не представляют жизнь без него.
Допустим, мы снизим количество сахара в продуктах. И что же тогда делать людям? Как обрести то удовольствие от жизни, которое он давал им возможность от нее получать? Но мы забываем, что не всегда жили так. Общество сильно изменилось за последние 200 лет. И в мире нет ни одной народности, чьи праздники обходились бы без еды и напитков, содержащих сахар. Сегодня сахар стал синонимом любого праздника. А если взглянуть глубже, то это самый простой способ проявить любовь. Я думаю, сахар так проник в нашу жизнь, потому что он пробуждает любовь. Он химически воздействует на те же центры нашего мозга, что и чувство любви. Если мы чем-то расстроены, что мы делаем? Едим сладкое и веселеем. Когда нет сладкого, жизнь не мила. И проще всего съесть шоколадку. С сахаром связан целый комплекс ассоциаций в наших сердцах, умах и телах. И, похоже, он гораздо сильнее проник в нашу культуру, чем мы полагаем. Рудольф Штейнер говорил, что из-за сахара, по сути, возник материализм. Увеличение сахарного метаболизма, появление зависимости от сахара породило материалистическую культуру. Мы живем в эпоху мгновенного удовлетворения. Никто не хочет ничего ждать. Что такое сахар? Быстрая энергия, сразу поступающая в мозг. Ешь пирог! 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 Привет, милая. А тут кто? Привет, моя кроха. Как ты там поживаешь? Огромный. У меня тоже. Вот, посмотри. Боже мой. Ну ладно, идем. За 60 дней я проглотил 2360 чайных ложек сахара. Пришло время принять последние. Я подумал, что ради наглядности съем эти 40 ложек с тем, что можно найти в коробках с ланчем у школьников. Все. Ура! Прощай. Через неделю, когда были готовы результаты анализа крови, я собрал всю команду, чтобы услышать финальный вердикт. Что сделал сахар с моим организмом? Разумеется, начали с печени. Основной маркер здоровья печени – уровень гормона АЛТ. За первый месяц эксперимента его содержание подскочило с ниже среднего уровня до уровня выше среднего. Ты был в 20% группе здоровых мужчин, а оказался среди 10% тех, кто находится в группе риска. За 1 месяц. За 1 месяц. Ожирение печени – это первый шаг к резистентности инсулину. Ты уже находишься на пути к этому состоянию. Это ведет к диабету 2 типа, а затем к инсулинозависимому диабету 2 типа. Сегодня в Австралии у 9 человек были ампутированы конечности из-за этой болезни. Уровень триглицеридов, показывающих содержание жира в крови, поднялся с нижнего предела нормы до довольно высокого. Так что ты в группе риска. Господи. А ел только полезную пищу. Очень полезную. Высокий уровень триглицеридов указывает на то, что полезный холестерин замещается вредным липопротеином низкой плотности. Липопротеин низкой плотности – причина сердечных заболеваний. Именно он налипает на стенки артерий, образуя бляшки, а вряд ли тебе это нужно. Да. Тебе нужен холестерин, но только не этот. Да. Что касается веса, я набрал 8,5 килограммов.
Общее количество жира увеличилось на 7%. Но что хуже всего, окружность талии увеличилась на 10 сантиметров. Виной тому висцеральный жир. Я прилично раздался сзади, у меня появились булки. Ну а кроме того, я отрастил живот, и если по нему хлопнуть, жир перекатывается волнами. Я, как тебе известно, была сильно встревожена тем, что с тобой произошло за короткий период, если учесть, что ты ел только полезную пищу, которую потребляют все, считая, что не наносят здоровью вред. Всех нас очень тревожит будущее. Австралии грозит эпидемия ожирения, которая повлечет за собой эпидемию болезней печени, и не только. Но больше всего меня поразил результат подсчета калорий. Я обнаружил, что калорийность моего питания была такой же, как до эксперимента. Различие крылось в источниках поступления калорий. Я лишь поменял продукты с полезными жирами на сахаросодержащие. Я тоже считала калории, и часто получалось, что ты потреблял меньше калорий, чем до эксперимента. Общепринятый способ измерения калорий надо срочно пересмотреть. Этот подсчет калорий, постоянная их фиксация — это наша вина в том числе. Я чувствую ответственность, поскольку мы говорили о сахаре последние 30 или 40 лет, и надо продолжать, чтобы что-то изменилось. Дэймон — живое свидетельство, живое доказательство. Дело не в калориях, а в источнике их поступления. Меня удивило то, как быстро ухудшилось твое состояние, честное слово. Да. Так потолстеть за 60 дней без изменения количества калорий. Ты же не ел всякую гадость, и при этом такой эффект. Да. 10 сантиметров в талии, набрать 8,5 килограммов, получить ожирение печени, что неизбежно ведет к циррозу, в твоем случае к инсулинорезистентности. Но все равно ужасно. Я, разумеется, проведя свое расследование, полностью убежден, что сахар представляет собой проблему, фундаментальную проблему. Избавьтесь от сахара, и все остальное станет практически безопасным. Мы бы не прочь изучить этот вопрос окончательно. Но даже если в следующем месяце дадут финансирование, потребуется не менее 5 лет, прежде чем я получу результаты. Но разве есть хоть какой-то риск для здоровья, если люди снизят потребление сахара? Это наша проблема. Нужно вместе работать, чтобы ее решить, а не указывать на нее пальцем, ничего при этом не делая. Хорошо бы увидеть представителей пищевой индустрии за одним столом с учеными и врачами и достигнуть понимания. Первая неделя отказа от сахара была нелегкой. Мне не было настолько паршиво, когда я бросил курить. Болела голова, я грустил. Мой сон был нарушен. Я ворочался и крутился всю ночь, затем очень рано проснулся и понял, что меня подняла с постели тяга к сахару. Я чувствовал, что мне нужна доза. Это первый явный признак того, что здесь все не так просто. Но из предыдущего опыта я знал, что мои страдания не навеки, и в конечном итоге дело стоит того. Еда, и особенно сахар, очень сильный эмоциональный компонент. Тут надо постараться себя успокоить. Нам нужно просто пережить эти моменты тревоги, дискомфорта. Возможно, это будет тяжелый опыт для кого-то из нас. Но пережив этот этап, он займет 3 или 4 недели. Желание съесть что-то сладенькое совершенно исчезнет. Через месяц после окончания эксперимента случилось чудо. Родилась наша дочь. Это ее вертушка. Это жираф для зубов, а это ее обед. Крошка. Ты еще не устала? Потом пошла череда приятных перемен. Через 2 месяца отказа от сахара моя энергия вернулась, кожа улучшилась, и, к счастью, выровнялось настроение. Я знал не одну сотню людей, которые отказались от сахара, чтобы просто прояснить свой ум.
И обычно в результате я слышал: «Надо же! Я понятия не имел!» Что касается моего веса, я всего лишь вернулся к своей прежней диете. Я заменил хлопья и обезжиренный йогурт на бекон, яйца и авокадо без хлеба. Я перекусываю орехами и сыром, а не батончиками из мюсли. Я ем рыбу и мясо с жиром и грудой зеленых овощей на гарнир. Я потерял 6 килограммов, почти не упражняясь. Когда вы убираете этот гормональный разрушитель, фруктозу, из вашего рациона, вы снова можете контролировать аппетит, и ваш вес снижается. Поскольку я заменил сахар полезными жирами, я вновь ощущаю сытость и ем не так уж много. В результате я трачу столько же на покупки, как и в период эксперимента. Приходя в супермаркет, тут же поворачивайте направо или налево и идите по проходу, не заходя в середину зала. Все, что находится там, содержит кучу калорий и очень мало пользы. А мы этого избегаем. Но самым большим сюрпризом стало то, что все анализы моей крови опять в норме. Так что никаких сердечных заболеваний и ожирения печени. Я думаю, самое главное заключается в том, что даже если у вас есть ожирение печени, что ж, оно останется, но вы можете очень быстро улучшить свое состояние, убрав фруктозу из своего рациона, отказавшись от сахара и сладких напитков. Лучше всего просто пить воду. Да, это твой кусок. Честно говоря, мне пришлось довольно долго привыкать к несладким блюдам моей подруги. Еда казалась слишком пресной в первые недели. Но потом я вновь открыл для себя вкус свежих продуктов. Всего на 5 дней. Я прошу вас уменьшить количество или полностью исключить на 5 дней продукты, что я вам покажу. И я обещаю, вы будете себя чувствовать лучше на 100%. Пожалуйста, сделайте это хотя бы ради эксперимента. Я просто прошу вас немного помочь себе. Белый сахар, конфеты, торт, мороженое. В США недавно было рекомендовано мужчинам не употреблять более 9 чайных ложек сахара в день, а женщинам не больше 6. Австралийцам пока что не давали рекомендаций. Я люблю шоколад. Я ежедневно съедаю маленький кусочек шоколада, но я осторожен. Я понимаю, какие будут последствия, если я съем его слишком много. Лично мне проще исключить сахар совсем. А значит, следует избегать и искусственных подсластителей, чтобы не было искушения. Если вы продолжаете настаивать на том, что в еде должен быть сахар, не думая о пользе, тогда вы никогда не научитесь по-настоящему хорошо готовить. Я хочу, чтобы моя дочь росла здоровой и счастливой. И не тратила драгоценное время на подсчет калорий и борьбу с лишним весом. Воспитывая наших детей, мы поможем им избежать ошибок, сделанных нашим поколением. Сделайте все возможное, чтобы превратить фрукты и овощи в основу вашего рациона. Учите своих детей любить их. Вот что должен выяснить каждый родитель. Где вы возьмете эти отличные питательные продукты? Как вы накормите своих детей этими суперпродуктами, сделав их вкусными без малейшей крупинки сахара? Только так они смогут сидеть, прилежно учиться и позволят создать из них гения. Ради них мы провели этот эксперимент. Мы должны усвоить, что это верный путь, он вдохновит нас и поможет перейти на новый уровень. Я, конечно, не думаю, что в наших проблемах со здоровьем виноват один сахар. Но учитывая его количество в наших продуктах питания, всем нам стоит начать с уменьшения его потребления. Сахар не зло, но жизнь становится лучше, когда вы от него избавляетесь. День первый. Этот эксперимент доказал мне, что рафинированный сахар и избыток фруктозы наносят серьезный вред здоровью и благополучию миллионов людей. Борьба только накаляется. Пищевая промышленность всеми силами старается заглушить наше послание. Нас еще закидают исками оскорбленные производители.
Но для меня все просто. И доказательства в пудинге. Около 10 ложек сахара. Сахармен. Мистер Сахар. Эй, все, кто тут есть! Позвольте представиться, я Сахар, и я крутой. Я рассыпан горстями на полках, я сладкий, я ваш герой. Меня обожают ваши детишки, любим малышней на все 100. Не жалуйтесь, зубы, фигуры, не плачьте, испорчу вас, ну и что? Подумаешь, да, мы жиром заплыли в спаживо и все дела. Снимайте одежду, там шоколадом покроют ваши тела и вместе... О, сахарину на жир наплевать, нам лишь бы сладость твою ощущать. Если уж на то пошло, можно сахарку еще. Да, и любой коричневый, белый, я твой. Сахар, сахар, сахар. Жвачки меня с лихвой, на пробежке я с тобой. Стоит от груди отнять, надо сладость получать. По утрам без нетерпения жду я ваше пробуждение. Знаю, завтрак без меня слишком прост. Я проникну в хлопья, проникну в йогурт и уж точно намажусь на тост. А со всеми, кто рад, мне делюсь я секретом. И заметьте, бесплатно делюсь. Я в количестве 6 чайных ложек в желудок с соком вольюсь. Кто-то из вас наивно считает, что сахар лишь в сладостях есть. Но давно уж проник я во все продукты, что намерены вы нынче съесть. Я в коле, грануле, в соусе для пасты, в бигмаке с сыром я содержусь. В банке с хреном, в компоте и супе. Всюду-всюду вожусь. Сахар есть во всем натуральном, в белом хлебе и хлопьях, фасоли и горошки, в майонезе, в банке, где пшеницы проростки, в напитках, что очень любят подростки. И, конечно же, в этом воздушном суфле, в соусе, что вам к гамбургеру подали. Патоки кукурузный, который батончик из мюсли для вас пропитали, я даже в сигаре. О, мистер Сахар, вы конкретный и тот, независим от вас, как смех от острот. Плохо нам, если вас не хватает. Потому-то меня и в лекарства толкают. Положи меня в кофе. И в ирисках я профи. С малых лет вам привычный белый яр и коричневый. Вы со мной до скончания дней. Возьмусь-ка за ваших детей. Автор сценария и режиссер Дэймон Гема. Продюсеры Ник Бациас, Дэймон Гема, Рори Уильямсон, Вирджиния Витвелл. Оператор Джад Овертон. Монтаж Джейн Ашер. Cheerios and my love, you're my get up and go, a sweet tooth that needs you, a craving so sweet that you could go inside of pinata. You like sugar.